Отца и едность Духа Святого, нехай будет с вами усими. Вітаю всіх на такій святої мші, особливий спосіб дітей, які год тому назад перший раз в своє серце прийняли Пана Ісуса під постаттю хліба і вина. І дякуємо за це Пану Богу, що тривають при Його любові, яку Він пропонує. Так само під час сьогоднішньої святої мші будемо молитися за дітей і молодь, за сестру законную księdza Александра, за вихователів і наставників з нагоди закінчення году школьного і катехетичного. Така і мша подяка Пану Богу за всі отримані ласки, за здобутую відзу, за те, що Бог дав здоров'я і отвагу, щоб переодолеть наступні тяжкості і познать світ, як ці обіди нам не перешкодили, але показували тільки на одного, на Бога, який повинен бути разом з нами у кожную хвилину. І Він є, але чи ми хочемо його прийняти. Сьогодні так само переживаємо урочистость послання Духа Святого. В одну вёсочку приехал скрипач, ну тут так само скрипача. И прихожий вельми так гулял, что людям так это подобалось, что люди начали выходить на улицу было разу, и все начали танцевать. И той самой улицей проходил человек, который был глухий. Ничего, глухий не чует, чего они так танцуют, прыгают, скачут. Дураки, говорят, студенты, браты и сестры, апостолы, и как тримали Духа Святого. Такий сам способ, были, можно сказать, вариантами Божьими. Просим, как мы так само для Божьей хвалы могли танцевать, так может, и так мы танцевал для Божьей хвалы. Как мы умели этот танец нашей любви отдать с вдячностью Пану Богу, что Бог спасал нам Духа Святого. И Он не только что наполняет, переполняя наше житие. Я просим за все наши грехи, как мы могли с чистым сердцем сласти эту наисвятейшую охрану. Споведаюся Богу всемогутному и вам, братья и сестры, что сгрешил я верой, духою, словом, учинком и занепанием. Моя вина, моя вельми великая вина. Тому прошу наисвятейшую, за все и Панну Марию, усіх ангелов и святых, и вас, братья и сестры, помолиться за меня, до Пана Бога нашего. Нехай змилуется над нами Бог всемогутный, и отпустивши нам грехи, доведе нас до життя вечного. Аминь. Jezu Chryste,
Na niemoże Panu Boży, Synie Ojca, jaki darujesz na sobie kraki światu, zmiłuj się nad nami. Jaki darujesz na sobie kraki światu, przywitanie nasze, jaki siedzisz prawo Ojca, zmiłuj się nad nami. Wolny Ty święty, wolny Ty nasz Pan, wolny Ty najwyższy Jezu Chryste, słucham świętym uchwale Boga Ojca. Amen. Amen. Gloria in excelsis Deo. Gloria. Gloria, 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 in excelsis Deo. Gloria, Gloria. Молимся. Боже, Ты таємницю сьогоднішнього свята освячаєш свой костюмик, єднає всіх племен і народи. Наповнив весь світ дарами Духа Святого, єднає в серцях вірних плен Твоєї ласки, якою ми отримали на початку обвіщення Євангелія. Распада нашего Иисуса Христа, Твоего Сына, який с Тобою живей благодарит верности Духа Святого, Бог правду все веки вечные. Читание книги Дерева апостолов. Коли настал день Пятидесятницы, и все были разом на одно место. И раптом поднялся шум с неба, и попадел мощного ветра, и наполнил весь дом, и сидели они. И появились семь языки подземные, вылезом от огня, закрывались на кожном язык. И наполнились все Духом Святым, и пошли говорить на інших мовах, як Дух давав промовлять. Были в Иерусалиме юдеи, люди побожные, спасали народу во дневу. Коли узнался шум этот, собралось множество людей, и захвалявалось, побожный шум, что они говорят на его мовах, и бентежились, и дивовали, кажучи. Ті всі ж ти, хто говорить, не грілється, як же шум кожен свою мову, яку не родився. Парфяне и Медяне, Элонит и Шикары Месопотамии, Юдеи и Каппадокии, Понт и Азии, Фригии и Памфилии, Египет и часток Ливии, сумежных Пиренеев, и приезжие римляне, Юдеи и Прозелиты, Критяне и Арабы. Слышу, что они говорят нашими мовами, и великие справы Божие. В это Слово Божие. Дякуємо Пану Богу. Спешивая своего духа, едная крыша земли. Спасибо своего духа, едная крыша земли. Благослови душа
Спаси, Пане, своего Духа, и обнови обидшихся мы. Небо слава живая навеки, нехай радуется страдам своим, нехай приземлила моя песня, и я буду радоваться Пану. Спаси, Пане, своего Духа, и обнови обидшихся мы. Читання послання святого апостола Павла до Галатів. Брати, поступається у духу, і жадання в тіла не виконується. У жаданні в тіла суперечить духу, а дух суперечить тілу. Бо вони супростоять одна одному, как вы не могли робить того, что хотели. Коли керує вами дух, то вы не под законом. Учинки ж тіла вядомые, а менавіта распуста, нечистость, зловоля, идолопоклонство, чародейство, ворожесть, спречки, злосливость, гнев, сварливость, неозгоды, ерость, зайздрость, пьянство, непристойность и подобное до этого. Кажу вам наперед, як і казав, що ті, хто гэта робить, не отримають спадщину владарства Божого. А плен духа – это любовь, радость, спокой, великодушность, лагодность, добрыня, верность, деликатность, стримность. Супроть таких нема закону, а ты, кто належит Христу, укрыжевали тело разом с муками и жаданиями. Коли мы живем поводле Духа, то и поступаем поводле Духа. Это Слово Божие. Дякую Пану Богу. Боже, Дух Святый, приди, и небесного спаши, нам свята Твоего струны. Ойче, Боги, поспеши, сердцем правду покажи, и свои дары нам дай, сутящий сердц людских, наимилейший гостю их, а само дословленных, от починок смущенных, и вода для правнучих, сутяшение плачущих, о святоше сивое, сердцем злых не впивае, Твоих бедных наполняй, без Твоего дыхания, что ж вся род створения, пустота и небытие, что нечисто в нас обмыт, что засохло оживи, что поранено святши, что в нас твердое сними, скривлено правым чини, голод сердца разогрей, дай Твоим верным, Божьей ласки певным, всем Твоих святых даров, дай заслугу мужности, вытрывалость верности, дай и радость вечную. Приди, Дух Святый, наполни сердце своих верных, и запали их огонь свою любовь. Аллилуйя, аллилуйя. Ангел с вами, И с духом Твоим. читание святого
Євангелія Павловліяна. В той час Єсус сказав своїм учням, коли прийде Утішальник, якого я пошлю вам, ад Отця, Дух правди, який ад Отця походить, він буде свідчити про мене. Але і ви так само будете свідчити, бо ви від початку со мною. Jeszcze шмат чого маю сказати вам, але тепер вам гэтага не знести. Коли ж прийде Он, Дух правди, научить вас усій правді, бо не от себе буде промовляти, а буде казати вам усе, що почув, і будучою обвестить вам. Он уславить мене, бо от моего возьме и обвестить вам. Все, что має Отец, это мое, тому. Я сказал вам, что с моего возьме и обвестить вам. Это слово Пана. Половина першей святой коммунии, это так само нагода припомнить несколько вельми важных справ, которые связаны с коммунией. Вчера у нашей парафии отбылся экзамен детей, которые уже неделю в этой приступят до першей святой коммунии. Вы так само памятаете в этот момент, когда треба было сдать 1000 питаний, сдать 1000 молитв, а теперь варто было бы запитать у сумлении вас и кожного з вас, кто з нас пам'ятає і мог би відказати на всі питання, які такі ставить. Я так задумуюся, поправно, так формально, я бы, може, сам не відказав, але логически все это вельми добре ведаю. Наприклад, такое питання, яке вельми важне. Сьогодні ви вже приймаєте святую комунію, але що нам дає эта святая комунія? Чи хто з вас пам'ятає, що вона дає? Що вона нам дає такого? Ну, пам'ятаєте, по-перше, освячальную ласку. Вона ее смотрела. А чим є така освячальна ласка? Як не присутністю Пана Бога у нашому житті. Ми ж освячальну ласку так само отримали під час Кресту Святого, через чистиню. Так само дає нам що ще дійсну ласку. А чим є дійсна ласка? Чоловіка, який приймає комунію. Дійсна ласка допомагає нам выбирать то, что доброе, помогая нам робить добрые поступки, а так само в нашем житті. И помогая нам утекать от того, что дренное, чи от злых, дренных схильностей, які нас спокушають і пробують нас отвести от Пана Бога. Про це треба пам'ятати, і треба найчастіше поступати на святої комунії. Коли вона дає так шмат чоловіку допомоги, то чому не скористати з того, що справді у духовній боротьбі з'являється найлепшим леком? Не только как не сдурить в этом свете, а как дойти до святости, как не стратить у себе меры бытия детем соправленным, детем Божьим. Але вельми добро ведаем, что как принять святую коммунию, то треба быть без греху тяжкого, что треба так само отбыть 5 валунков доброй споведи, які ви всі вельми добре пам'ятаєте. Все ви знаєте їх, напевно. Рахунок сумления, коли он допоминает себе грехи, жаль за грехи, моцное постановление выправиться, ширая споведь и отправление покуты, задость учинения Пану Богу, не только у той молитвы, яку Отец скажет отговорить, але так само и человеку, czyli направить школу, коли это есть машина, коли что-то у кого-то украл и могу это вернуть не способ, человек не зауважил. Направить школу, это и есть, как выполнить пятый варунок доброй споведи. А как еще есть четвертый, щирая споведь. Чем она есть щирая споведь? Кто памятает, что я просто вызнаю свои грехи щиро Пану Богу. У присутности святора рассказываю все свои провины. И попросить святора отримовываю что? Отпущение грехов. Коли я почую это слово, и я отпускаю тебе все твои грехи, в имя Отца и Сына и Духа Святого, Святан зробить крыш, значит грехи все отпущены.
калі я за іх сапраўдны сажалею. Гэта ёсць найважнейшы варунак. Сёння святкуем урачыстасць паслання Духа Святого. Без Духа Святого читарку не могут пустить в церковь. Без Духа Святого вы не могли подняться до коммунии. Бо коммуния, хлеб и вино перетворяются цякуючи Духу Святому, який чоловік отримує. Что еще Дух Святый дает человеку? Что мы можем лепей познать правду Божию. Я пам'ятаю, коли я вернувся з войска, робиш моей парафії несколько месяцев я был без працы, потом укрылся войска включить. И мой провож моей парафії родильный говорит, Яна, хотите треба викопати студію, czyli колодец. Чи хто з вас хоч раз бачив, або видел, як копається колодец? Сначала выкопывается какая-то яма, затем туда ставится кольцо одно, человек залезает в это кольцо и начиная потихоньку внутри кольца закопываться. Оно медленно опускается, на него ставится наступное кольцо, оно медленно опускается, и так копаешь, 5, 10, 15 колец можно закопаться, пока оно идешь в воду. И нашли воду, и там было на кладбище, в вашей жизни как колодец стоит. Но что я говорю, что мы так повинны закопываться, мы не повинны остаться на площадке первого уровня коммунии святой. Мы знаем это питание, мы их памятаем, а мы повинны их развивать, повинны закопаться чем глубже, тем лепее мы будем верить, тем лепее мы будем знать Пана Бога. А закопываемся куда? Это земля, это и есть Пан Бог. Это кольцеві, это есть Дух Святый, який нам допомагає і обороняє, щоб нас не привалила земля, не привалили розні справи сучасного світу, щоб наше життя тривало як найбільше, щоб ми як найбільше спознали наше життя. Так що нам ще до этого потрібно? Один ksiądz ходил по колоде в одной польской парафии, ну и пришел до одной женщины, сидит, размовляет, женщина так добро доверилась этому ксенцу, что говорит, а може ще ksiądz забрати, може гарбату ksiądz нап'ється? Він говорить, да, я нап'юся, але каву не світло, що я нап'юся. Я говорю, ну нема кави. Ну, це час комунізму, коли там кави зовсім не було в Польщі. Нема кави, говорить, ні, я маю з собою, я там був несколько етажей ниже, мені дали з собою каву. Чи запариться? Добре, запарю. Так її приносить женщина эту каву запаренную, а он глядит, а там плавают зерна, звичайные зерна, не помеленные. Поглядел, так кава, колеру немає, они как не покрылись этой женщины, поскольку она не видела эту каву запарывать. Начал пить эту каву, споживать, и поддержать эту размову, начал еще больше заглубляться. Говорит, эх, хорошая кава, мощная кава! Эта женщина, то может молочка все, не, я буду пить водку, такую каву. Братья и сестры, на что есть Дух Святый? Нам змягчить, збалуться у нашому житті, як ми вміли смак. І ми имели наше життя, прозростные пробы, які є в нашому житті. І нам сьогодні не смакують, а имеют потом приходить смак, передольвання якоїсь перешкоди, яку ми зробили. Побудували дом, отдали неведомую когось у школу, хтось закончив якісь там інститути і так далі. Її смак, а не бачив сльози і тяжкость у серці. А потом прихожу ее смак життя. И Дух Святый, Бог хочет нас перемолоть в нашем духовном житті, как мы не стратили Бога. В одной из книжек, когда ты читал историю, что один год, который наконец научился читать, вычитал у книжца, что земля моя шмат минералов, полезных для человека. И в своем племени наказал усім есть ложку земли, посыпанную еще подробными камнями со скалой нарисованными, каждый день. Вот минералы, да, понимаешь, что есть минералы, ну, будем есть землю, какие-то минералы, добрые для здоровья. Ну, ведомо, что это дрянная вещь. Осмелюся поравнять. Бо сегодняшнее послание Духа Святого, святое, иначе называется, кто из вас помнит, и дорослые дети, Пятидесятница, або еще все, зеленые святки, так званые зеленые святки. Зелень вырастает в земле, землей з'являється Бог. Зеленью з'являється Дух Святий, який від Пана Бога виносить ті мінерали і хоче нам дати в сакраментах, які нам потрібні для життя. Але чи ми хочемо їх зарвати і спожити, як нам було лепей, це залежить від кожного з вас. Желаю, брати і сестри, как мы в нашем житті, и как вы, дети, користаєтеся
здароў Духа Святога, які таксама мае надзею, што калісьці прыняця падчас сакраменту канфірмацыі, бо ўжо год за вамі, яшчэ некалькі гадоў можна прыгатаўляцца да сакраменту канфірмацыі, каб з гэтых дароў Духа Святога скарыстаць. Мы сьогодні прочитали у Деяниях апостольских. Апостолы, надувся гром, шум, великий ураган, ветер ударил в дом, и Петр повстал и вышел. Что нам дает Дух Святый? Как мы повстали с нашего греху, с нашего несчастья, с нашего, там, где мы засиротились, что нам так кепско, дрянно, что уже нам никто не поможет. Как мы повстали, дякуючи Духу Святому, и вышли из наших проблем, и поглядели душки далей перспектив нашого життя, як ми так легко не піддавалися у житті. І апостоли вийшли, і написано, почали промовляти кожне різними мовами. А чи це треба було? Ні, не треба було. Було написано в Святому Писанні, що кожен розумів у своїй мові. А видите, що кожен, хто був там, розумів так само вільну і добру грецьку мову. Всі вільні. Тому що апостоли розмовляли різними язиками. Кожен розумів свою мову. А гэта треба отдалиться до того моменту, коли пан Бог разделил мову человечью, доведший Вавилона. Пам'ятаєте, ми читали вчора докладно на Вигилию с послания Духа Святого. Это докладно прозвучало, что коли люди постановились, собрались мудрые, постановились сделать добрый камень, сделали его, и этот камень выбрать высокую вежу, которая бы дотронулась до неба, а мы сами дошли до этого Бога, по-новому кепское. Треба збаламутить людскую мову. И дал кожному другую мову. И кожен людей разослал разные части. А апостолы сегодня хоть знаете одну мову, говорят одной мовой, разные мовы. Что это означает? Что Дух Святый, братья и сестры, всех нас, собирая, хочет собрать у одного, как мы были одно. Божья любовь ожидает и вам, и себе, и каждому из нас, кто нас слухает, кто нас бачит, как мы у христианстве нашем житті не стратили Бога. Вірувати на Бога Отця Всього, Створителя неба и земли, всего бачного и небачного, и единого Пана Иисуса Христа, Сына Божьего одинакового, Зайца народженного, перед всеми веками, Бога от Бога, светло от светла, Бога соправдного от Бога соправдного, народженного, а не створенного, одиносудного Отцу, разве Богом все сталося, и Он для нас, людей, и для нашего избавления, сошел с неба и втеловился от Духа Святого, с Девы Марии, и стался человеком, укрыжованный так само за нас, при Понтским Пилате, был замученный и похованный, и на третий день воскрес, погоды Писания, и взошел на небо, сядись праворуч Отца, и снова придя в хвале, судить живых и померков, и яко владарству не будет конца. Веру в Духа Святого, Пана и Животворцу, які Зайца и Сына походить, якому разом Зайцом и Сыном належить поклонение и хвала, який промовлял глаз пророков. Веру в один святый католический апостольский костел, вызнаю один их рост для отпущения врагов и чекаю воскрешения помилуй и життя вечного в будущем свете. Аминь. Через послание Духа Святого вознесем наши супольные просьбы до Бога. Молимся за покликаних, за святарстві монашеского життя, как наполненные Духом Святым, я наследовали Христа у Его ангарной любові. Тебе просим. Выслухай нас, Пане. Молимся за дітей, які сьогодні означають передіну своїх перших святої комунії, как завсёды жили у єдності з Ісусом Христом. Тебе просим. Выслухай нас, Пане. Молимся за дітей і молодь нашої парафії, які вже простиділи прийшли приймуть Христа у своє серце, как встреча с Иисусом принесла у их житті тривалий духовний плод. Тебе просим.
Выслухай нас, Пане. Молимся за наших батьков, как Христос наполнял их радостью и злотя во взаимной любови. Тебе просим. Выслухай нас, Пане. Молимся за тих, хто допомагає нам у дорозі до святості і за нас молиться, как добрий Бог отувив їх своєю ласкою. Тебе просим. Выслухай нас, Пане. Молимся за нас, собраних каля алтара Пана, как ви наповнялися радістю Духа Святого, яку дає споткання з Ісусом Христом в Святой Комуні. Тебе просим. Выслухай нас, Пане. Молимся за детей, молодь, wychowawców, nastavníkov, katechetov, za všich z nagody zakończenia nauczalnego katechetycznego года. Proszę dla każdego z was, jak czas kanikuł był czasem Bożym, a tak samo, aby odnowili swoje siły i mogli znowu zapałem rozpocząć nowy nauczalny hod. Ciebie prosimy. Wysłuchaj nas, Panie. Ojcze, Ty na wieki zjednał nas u swojej lubowi uczynika, chwalał wskrzeszenia Twojego Syna i mocy Ducha Świętego. Wieli nas do głębszego poznania Twoich tajemnic, obrazu Chrysta, Pana naszego. Amen. Молитесь, как мою и вашу яркую того, Отец всемогутний. Нехай вам Бог прийме отряд з рук твоїх на прославлення і славу ім'я Своего, а так само на користь нам и всему Костелу Святому. Просим Тебя, Ojcze Niebieski, uczynika Duch Święty dał nam ulewiej zrozumieć tajemnicę eucharystyczną jak wiary i привел nas do pełnego poznania prawdy przez Chrysta Pana naszego. Amen. Pan z Wami. I z duchem Twoim. Duchowo sercymi. Uznosi dla Pana. Dziękuję Panu Bogu naszemu. On nawet i sprawiedliwa. Naprawdę godna i sprawiedliwa, słuszna i zbawienna. Как мы завсёды и всюди Тебе складали подяку, Пане святый Боже, у всемогутный вечный Боже. Ты, как завершить исполнение пасхальной таямницы, спасла сегодня Духа Святого на всех, кого принял за своих усыновленных детей у Христе, Твоим одинородным Сыне. Ты, Дух Святый, при народжении Костела, открыл всем народам справу соправдного Бога, изъяснял разные мовы, в вызнании одиной веры.
кому откупленное человечество во всем свете радуется у воскресению Христа. А хоре анёлов разом с усими святыми śpiewają Tobie im chwały, niesłyna uśmiechaючи. Właściwy Ojcze, pokorna, prosimy i modlić Ciebie wraz Jezusa Chrysta, Twojego Syna, Pana naszego, a przyniał i błogosławił te dary, te przynoszenia, i świętuje wyzdawaną i ofiary, składając je Tobie, najpierw za Twój święty katolicki Kościół, bądź łaskawy adorować spokojem, achować, jednać i kierować im w wszym świecie, razem ze sługą Twoim, Papą naszym Franciszkiem, biskupem naszym Józefem, i всіми, хто вірно заховує і визнає католицьку і апостольську віру. Пам'ятай, Пане, про слугов Твоїх. І про всіх тут присутних вірою відданості, яких Ти ведаєш, за їх ми приносимо Тобі витою офяру, і вони так само її Тобі приносять за себе, за всіх своїх близьких, за откуплення своїх душів, за надію на збавлення і уготовання узносять свої молитви за Тебе, до Бога живого, вічного і правдивого. У єдності з усім Костьолом у найсвятіший день П'ятидесятниці, коли Дух Святий об'явився апостолам у вогняних язиках, найперш пошаною вспоминаємо благословленою завсюди Панну Марію, Маті Бога і Пана нашого Єсуса Христа, а так само святого Юзефа, її обранника Найсвятішої Панни Марії, святих апостолів і мучеників Твоїх, Петра і Павла, Андрея, Косму і Дам'яна, і всіх святих Твоїх, праздник заслуги и молитвы, нехай во всем оховывая нас Твоя опека. Пане, ласкаво прими, просим, гэтую ахвяру от нас, Твоих слугов, и от чеченьи Твоей. Заховай дни наши у покое, спал нас от вечного осуждения и долучи до Твоих выбранных. Просим Тебя, Боже, мощью Своего благословения освети эти дары, учини их доскональной и милой Тебе ахвярой, как стали сеяны для нас телом и кровью Твоего наимилейшего Сына, Пана нашего Иисуса Христа. Напередодни муки он взял хлеб у свои святые и достойные руки, поднял очи до неба до Тебе, Бога, Отца Всемогутного, и подяку Тебе складаючи благословил, ломал и раздавал своим учням, кажучи: «Вярите и ешьте с этого все, Бог это есть тело мое, якое за вас будет выдано». Подобным чином по вечере взял эти почестный келих у свои святые и достойные руки, знов Тебе подяку складаючи, благословил и подал своим учням, кажучи: «Вярите и пейте с его все, Бог это есть келих крови моей, нового и вечного заповету, якая за вас и за многих будет пролита для отпущения грехов. Это чините на мою память».
веры. Обещаем смерть Твою, Пане Иисус, вызнаем Твое воскресение и шагаем Твоего преступления. Panie, wysługi Twojej, Twojej lud święty, wspominaючи благословенную муки воскрешения, так само хвалебное небоушествие Иисуса Христа, Сына Твоего, Пана нашего, складаем наивысшейшей величи Твоей, с Твоих даров и щедротов, ахвяру чистую, ахвяру святую, ахвяру бездоганную, хлеб святый життя вечного и келих вечного славления. Взглянь на ее милостиво и спогадно, и ласкаво принял ее, как принял дары праведного слуги Твоего, Авеля, ахвяру патриархи нашего Авраама, и святую бездоганную ахвяру, якую принес Тебе наивысшейший святар Твой Мельхиседек. Покорно просим Тебя, всемогутный Боже, загадай своему святому анелу, занести эту ахвяру на Твой небесный алтарь, перед обличием Твоей Божьей девичи, как завсёды все мы, які удельничаем у этой ахвяры алтара, и принимаем наисвятейшее тело и кровь Сына Твоего, отрымали щедрое небесное благословение и ласку. Пане, так само прослухал Твоих, які отошли перед нами за знаком веры и спят у супокои. Просим Тебя, дай им и всем, кто спочивая у Христе, пробывать у месте утешения, светла и супокою. Так само нам, грешным слугам Твоим, які сподіваються на великую милосердность Твою, будь ласкавый дать удел у едности с Твоими святыми апостолами и мучениками, с Яном, Стефаном, Матеем, Варнавом и всеми святыми Твоими, уведи, просим и нас видеть вольность, не для наших заслугов, але дякуючи Твоему пробачению, праз Христа Пана нашего, праз якого Ты, Боже, всех это добро Ты неспынно створаешь, освячаешь, оживляешь, благословляешь и нас ими наделяешь. Праз Христа с Христом и у Христе, Тебе, Боже, Ойче всемогутный, у едности Духа Святого, уся пошавана и хвала, празу вселяки и вечная. Называемся дети Божьими и представляемся тому волны вдячности, осмеиваемся казать. Отче наш, который во небе, святися имя Твое, приди владарство Твое, пусть воля Твоя, як у небе, так и на земле. Хлеба нашего насущного дай нам сегодня, и отпусти нам грехи наши, як и мы отпускаем виноватым нашим. И не вводь нас в искушение, а избавь нас от злого. Просим Тебя, Пане, славно за Божьего Слова, дай ласкаво супокою и наши, да поможи нам милосердности Твоей, как мы были завсёды вольны от греху, и захованы всякого неспокою, чакали исполнения счастливой надежды, и прися славцы нашего Иисуса Христа. Твое богатство и любовь, и хвала навеки. Пане Иисус Христе, Ты сказал апостолам Твоим, супокой покидаю вам, супокой мой даю вам. Просим, не зважай на грехи наши, а на веру без дома Твоего, и будь ласкавый злобно с Твоей волей, дарите вам супокоем и едностью, яки живешь и владаешь на веки вечные. Аминь. Супокой Бога нехай завсёды буде хвалати. Иисус нам говорит. Передайте ближнему знак супокою. Боже, и
Ось поранок Божий, ось той, хто бере на себе грехи світу, благословлений, покликаний на вечерю Божию. Аминь. Я не владык, как ты вошел до меня, але скажи только слово, и будет оздоровлена душа моя. Номер 220.
Потім у брами я буду смертяки, та не готова мене покою. Потім у брами я буду смертяки, радуйся мені, співай моєму. Радуйся мені, сонце пану, радуйся мені, правди святе. Радуйся мені, сонце пану, радуйся мені, надає учене. Потім у брами я буду смертяки, я готова мене покою. Потім у брами я буду смертяки, радуйся мені, співай моєму. Радуйся мені, сонце пану, радуйся мені, правди святе. Радуйся мені, сонце пану, радуйся мені, надає учене. Потім у брами я буду смертяки, я готова мене покою. Потім у брами я буду смертяки, радуйся мені, співай моєму. Радуйся мені, сонце пану, радуйся мені, правди святе. Радуйся мені, сонце пану, радуйся мені, надає учене. Боже, дякую за сонце, дякую за дощ, дякую за радість, дякую за боль, і за те, що чудовий день, і за те, що чудовий день. Боже, дякую за сонце, дякую за дощ, дякую за радість, дякую за боль, і за те, що чудовий день, і за те, що чудовий день. Боже, дякую за сонце, дякую за дощ, дякую за радість, дякую за боль, і за те, що чудовий день, і за те, що чудовий день. Боже, дякую за сонце, дякую за дощ, дякую за радість, дякую за боль, і за те, що чудовий день, і за те, що чудовий день. Молимся. Боже, Ты щедро наделил свой костел небесными дарами, такого и просим спасланную нам ласку. Как действенным был нас дар Духа Святого, а духовный по силах да помог нам досягнуть вечного откровения раз Христа Пана нашего. Можно сесть, объявим пасторские. В понеділок завтра Костел вспоминає найсвятейшую Панну Марию, Мать Костела. Завжди після урочистості спаслання Духа Святого на наступний день вспоминається Маті Костела. Марія, як Маті Костела, вона разом з апостолами відчувала у Печернику на спаслання Духа Святого з'являється Маті Печерник. 22 мая у середу у спомин Святої Рити, законниці, 23-го у четверг свята Єсуса Христа, найвищого вічного Володара, і у п'ятницю успомін Маті Божої успоможі християнам. 26-го наступная неделя урочистость Найсвятейшей Троицы. Дякуємо Пану Богу і всім, хто причинився чи фізично, чи духовно до
справы, якая 16 мая 2024 года нам выдали заключение на дозвол на увод будинка та ужитку. Уже там официально я могу жить, а еще документацию некалькі, може, тижнів підтримають, як це все увести у експлуатацію. Найважніший документ, об яким ми забігали більше года, дякуючи Богу, вдалося нам його здобути. Раз увесь месяц після Святої Мши вечорове відправляється майове набожество. Сьогодні можна отримати повний відпуск за прочитання гімну «О Створитель, Дух Святий, прийди». Сьогодні, так само після Святої Мши, 12 годині, для дітей відбудеться пікнік, можна буде з'їсти жаркою колбаску на вуглях. Запрошаємо всіх дітей, як остатися і скаштувати, і трохи погуляти, попрацювати, потішитися тим, що нам Бог дав сьогодні таку пригожу надвор'я. У наступную неделю, 26 мая, 12 године, у нас отбудется первая святая коммуния, тому уже теперь захвачу и говорю, когда эту имшу не приходите, можно, а не треба тогда стоять на улице, вы в костюм, напевно, не уволить, ты особо, які не мають туди своего дитяти до першої коммунии. Побольше и поместиться. У субботу, 25 мая, святая имша у нашей парафии, это суббота, что будет, отбудется у 17 годин, тому там так само есть интенция Марьюшича, Антона, так само она будет отправлена о 17 године святой имши у 19 годин не будет. 1 червня у суботу чекає нас пілігримка у Гуцлав, едут туда дети, першокомунійные, и так само дорослые, так само есть магчимость ехать супольно автобусом от нашей парафии, как просить на Святейшую Панну Марию, как нам благословила на початок лета, а так само это великая новенна, якою мы приготавливаемся до пошаны, отдатия пошаны нашей батьковщине, Найсвятейшему сердцу Пана Иисуса, и варта нашего деканата, так само нашей парафии, ехать туда. У 11 привітання пілігримів, а затим так само там відбудеться історична якась звістка, так само свята Імша, якою узначають архібіскуп Юзеф Станівський, і шмат других інтересних справ. Захочую виїзд у 8 годин раніці з-під нашої каплиці кошт 25 рублів, тим, хто з дітьми 20 рублів. 2 червня відбудеться процесія Божого тіла улицами Минска. Початок 9 годин на Золотой город, уже теперь напоминаем. А от недели 2 червня и вообще весь месяц период лета, червень, липень, жнивень, святой имши дитячей от 12 године не будет. Вот теперь жара, а что будет в 12? Все будете гулять. А я верю, что большинство из вас это будет 10 на летнищах, выпочивать. И слава Пану. Сьогоднішня неділя так звана інвестиційна, тому дякую за всі ахвяри, складені на будову. Так само на днях пройшла Рада парафіальна, тому що, оскільки ми вже здали этот будинок, амаль здали найважніші справи за нами, Рада парафіальна решила, які справи будовляні будемо вести далі, оскільки несколько тижнів тому назад нам з Мінська прийшло письмо, що цей забор, який стоїть от Игуменского тракта, не стоит на нашей территории, вот если земля была пересунута там на 1,5 метра, 2 метра в некоторых местах в сторону Евроофта, поэтому забор стоит на нашей территории, и нам треба до 1 вересня, або 30 вересня 2025 года этот забор оттуда убрать и поставить на другом месте. Рада парафиальная решила, Рада парафиальная так само, и вы эту Раду парафиальную выбирали, и она решила, что будем, как не ставить 2 раза гроши не выкидать в воду, будем ставить постоянный забор. Как это было ведомо, что если начнутся правы за забором, как мы не думали, чего не будуется святыми. Святыми так само будем вдаваться. Шукаем каменщиков, вот теперь святая Сидоварска является новых каменщиков. То будем так само розпочинати будову святыни, как так само и будем ходить и заборы святыми. Что быстрее, то и здоровье, что легче, то легче. А на что гроши не хватит, будем чекать на спонсоров. А Бог, напевно, нам таких людей доброй воли спашли и дасть. Дякую
за ахвярований, за супольную святую мшу, за правду литургичную, за тем, кто прибирал каплицу, катехатичную залу, кто дежурил. Помолимся за тех, кто на этой типе святкує день народження, іменини юбилей, хто чекає народів дітей, за дітей, які готово назад переживали Катерину першу святую комунію, за ксяндза Олександра, який сьогодні переживає шосту годовину святарських посвідчень, за нас усіх, кожного віддадим під опіку Матці Божої, Руженцової Твоєї оборони віддаємося. Наших потребах не проводжай молением нашим, и от всякой злой приходы выбавляй нас отсюда. Анна хвалебная и благословенная, о Пани наша, опекунка наша, утешальница наша, ты заступница наша, Сыном Своим нас поеднай, Сыну Своему нас заручай, Сыну Своему нас отдавай. Еще прошу детей, которые переживают сегодня годовину, бо мають такий подарунок от своих батьков, новый заповедь, вельми добрый подарунок. Триматися Святого Писания не только руками и ногами, а и зубами. Написано для детей и молоді. Справді, читать, развивать, упровожать свое життя, как это Святое Писание в вашем житті допомогло, да и стиль, до святости, и вирішило шмат комплексних проблем, які у вас повстануть. Запрошайте. Примите Божие благословение, нехай на вас наполнится правдой радостью и с упокоем. Добро, что вы есть, для детей великая информация, видно важная. Уже 2 типные каникулы, так что уже можно тешиться и радоваться. Какие-то экзамены все поставать и двойку управлять на добрые оценки. Примите Божие благословение. Пан с вами. Откройте головы на благословение Бога Отец Святла, який сегодня спаслал своим апостолам обетованного утешальника и наполнившего Твоим сердце, нехай благословить вас и наделить вас дарами Духа Святого. Нехай огонь Святого Духа, який з'явився учням, освячаючи осветить ваше сердце от грехов и наполнить вас светлом небесным. Дух Святый, який поєднав розные народы в вызнаванию одиной веры, нехай вас умацуя в этой вере и здесь ваши надеи созирать Бога у небе. Благословением всемогутного Бога, Отца и Сына и Духа Святого, нехай сидите на вас и застанется назавсёды. Идите в супокое Христа, аллилуйя, аллилуйя. Дякуем Пану Богу, аллилуйя, аллилуйя. Было сказано, дети, не расходимся после Святой Миши, останемся разом, как святковать. Помолимся до Святого Архангела Михаила, Святого Архангела Михаила. Держи нас у змаганні, будь нам обороною, супроть спокуси і пастав Злого Духа. Покорно просим, нехай його знищить Пан Бог, а ти, князю войска небесного, могутностью Божией, скинь у пекла шатана і інших злих духов, які нас губу душною во світі. Аминь.